Мне рассказали о них знакомые. Я начала ознакомливаться с ее страницей. Она вызвала доверие. Диана Шаймарданова рассказывает, купить путевку у блогера Илюсы Минигалиевой ей порекомендовали знакомые. Блогер и ее супруг Раушан стали популярными после участия в проекте «4 свадьбы» на одном из федеральных каналов. В начале года переехали в Эмираты. Подписчиков в соцсетях было много, поэтому туристические предложения пользовались спросом. Диана забронировала тур за 29 тысяч рублей. Деньги перевела на карту Раушана. Договор не составляли, все на доверии. 9 сентября мне пришло большое сообщение от нее, что в связи с хейтерами, блогерами, которые освещают ее деятельность, они устали, и в октябре собственно, у меня был тур на октябрь, и в октябре они не будут предоставлять туристические услуги. Она предложила перенести тур с ноября месяца, либо осуществить возврат средств. Возврат средств, сразу она прописала, будет осуществляться до 1 августа 2024 года. Диана попросила вернуть деньги, отправила им официальное заявление. После этого блогер перестала выходить на связь. Тогда девушка решила прочитать комментарии на ее странице в социальных сетях и поняла, таких как она не один и даже не два. Переводили деньги не ей лично, она скидывала реквизиты своих, я не знаю, товарищей, не знаю, знакомых, которые в России якобы находятся. Вот, договоров никаких не было. Тур должен был быть 23 октября. Эльвира говорит, доверилась блогерам, тем более их рекламировали некоторые звезды татарской эстрады. Те, кто так и не поехал в Дубай, создали телеграм-канал. И в группе их больше 800 человек. Эти люди потеряли примерно 20 миллионов рублей. Это еще не все, уверены они. Грезы об арабской сказке разбились о суровую действительность. И вместо сказочного Востока люди массово обращаются в отделение полиции. С каждым днем заявлений становится все больше и больше. Нашей редакции удалось записать эксклюзивное интервью с блогером Илюсой Минигалиевой. Она не считает свои действия мошенническими. Это неудачное стечение обстоятельств. Задержки вылетов по причине того, что мы искали наилучшие, удобные именно рейсы для вылета. И также у нас были проблемы именно блокировки карт, чтобы оплатить как раз-таки билеты. Ну и далее, естественно, это массовая паника. Также она рассказала, почему деньги не доходят до туристов. По ее словам, нужно составить список покупателей туров. По возвратам уже сделано возврат в более 1,5 миллиона рублей. Деньги, конечно же, у нас. Да, мы никогда никому не говорили, что мы не будем возвращать деньги. Хочу извиниться, да, за свои какие-то, возможно, оскорбительные какие-то слова. Это было всего лишь один раз, и, естественно, это все вырезали. Если, конечно же, суждено быть уголовному делу, конечно же, мы это принимаем от следствия, мы не бежим. По мнению турагента, с большим стажем работы дешевых туров в Арабские Эмираты быть не может. За те деньги, за которые туристам предлагали слетать на недельный отдых до Дубай, можно только долететь. И без договоров настоящие турагенты не работают. Не бывает туров в Дубай за 20 тысяч. Тем более сейчас начинается сезон, так скажем, жара уже спадает. То есть, это просто невозможно. Даты не могут выбираться любые, то есть это все зависит от полетной программы. То есть туроператоры, каким образом, когда пакетный тур, туроператор там выбирает дату, места, то есть это все выкупается заранее. То есть это не автобус, который каждый день ходит. По поводу экскурсии, что можно сказать, то, что даже чашечка кофе в Дубае стоит дорого. Поэтому, соответственно, организовать достойный отдых, это всегда будет стоить денег. Потерпевшие наняли адвоката и хотят привлечь блогеров к ответственности. На наш взгляд, в действиях мнимых туроператоров усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса России. Это мошенничество, то есть завладение чужими средствами путем обмана, либо вхождением в доверие. То, что данные граждане находятся за пределами России, не говорит, что они могут избежать уголовной ответственности. По мнению независимых экспертов, Казань ждет громкий судебный процесс. Свидетельские показания в случае отсутствия каких-либо письменных доказательств по гражданскому делу вполне принимаются судом. Переписки в мессенджере, заверенные нотариусом. Любые вообще доказательства, которые подтвердят факт перевода вами денег и приема контрагентом, они вполне могут быть использованы в гражданском суде. В случае осуждения лица за
совершенное преступление, одним из условий его условно-досрочного освобождения является полное возмещение вреда. В полиции сообщили, по ряду поступивших заявлений уже проводят проверку. В полицию начали обращаться граждане по факту совершенных в отношении них мошеннических действий с покупкой туров в Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, и все заявления объединят в одно производство. Если вина блогеров из Дубая будет доказана, то им грозит реальное лишение свободы. Нафиса Минязова, Алина Минигалиева, Алмаз Зиадинов и Наиль Абдулин, ТНВ, Казань.